Добрый день, дорогие друзья! И вот, наконец, мы начинаем свой первый урок изучения калмыцкого языка для тех, кто владеет родным языком на нулевом уровне. И первое, что нужно было бы сказать, это калмыцкое приветствие. Калмыки приветствуют друг друга словами «мендовт». Давайте запишем это слово сейчас на доске. Мендовт должно записываться это слово. В последнее время в калмыцком сегменте интернета возникает очень много споров о том, как его нужно записывать. Мендют, мендет, мендовт и так далее. Для того, чтобы прояснить эту ситуацию сейчас для всех вас, я объясню, откуда сложилось это слово. В старину, когда мы использовали тодо-бичик вместо современной кириллицы, и тодо-бичик — это была та письменность, которую создали специально для калмыцкого языка, для айратского языка, и потому она несет в себе всю ту информацию, которую кириллица в себе нести не может. И вот в тодо-бичик слово «мендовт» писалось следующим образом. Оно состоит из целых 3 слов. «Менде», «буй», «та». Где слово «менде» имеет значение «здоровье» или «крепость физическая», «буй» — это то, что соответствует современному слову калмыцкого языка «бяне», и «та» — это значит «вы», то есть в здравии ли находитесь вы. Вот так звучало это слово тогда, когда оно возникло. Позже последние буквы в наших словах редуцировались, поэтому эту букву мы не записываем, а слово «буй» превратилось в букву «в», а слово «та» или «вы» превратилось в букву «т». Таким образом, когда мы здороваемся со своими ровесниками, с людьми, которые одинаковы или младше нас по возрасту, мы должны приветствовать их словом «менде». Если же мы говорим с людьми старшего возраста или с большой группой людей и нужно поздороваться, то мы должны использовать выражение «мендевт». Произносить его можно по-разному. «Мендют», «мендет» и так далее. Но самое главное запомнить, как оно отражается на письме. Ведь для того, чтобы оно появилось в современном именно таком виде, как «мендевт», произошел очень длительный процесс изменения этого слова в языке. И вот эта вот фраза «менде буйта» превратилась в слово «мендевт». Поэтому здесь мы должны обязательно помнить о том, что писать это слово нужно именно так. И здесь написание этого слова и его произнесение, оно отличается. Как, собственно, в русском языке отличаются такие слова, как солнце или лестница. Когда мы пишем их, мы записываем солнце с буквой «л» и лестница. Но когда говорим, мы произносим их как солнце и лестница. То есть в калмыцком языке тоже существуют такие особенности, которые нужно запомнить и знать. В старину это слово звучало как «менде буйта» или «менде бяната», и поэтому ответ на это выражение от стариков может звучать таким образом: «бяне». «Бяне» относится к вот этому слову «буй», глаголу, которого сегодня в нашем языке практически нет. Однако в старину, когда он был, он имел значение «бяне», то есть имеет место быть, присутствует. «Менде бяната», «менде буйта», «менде вт» или «мендевте», даже в некоторых диалектах говорится. Вообще, собственно говоря, калмыцкий язык в старину звучал настолько неодинаково в разных местах и у разных племен, что множество людей не понимали даже друг друга. Об этом написано у множества дореволюционных исследователей Калмыкии. Сегодня с языком у нас таких проблем нет. Мы все в равной степени понимаем друг друга, и западные, и северные, и восточные калмыки, а поэтому проблем таких не возникает, и бояться их не следует. Сегодня мы говорим все на примерно похожем, одинаковом калмыцком языке. И на наших занятиях мы обязательно
постараемся выучить этот язык на хотя бы разговорном уровне, но с запоминанием того, как правильно пишутся наши родные слова. В ответ на приветствие менде или мендот ровесники отвечают менде, а в старину у калмыков существовала такая интересная традиция. Когда человек заходил в чужую юрту, он не здоровался первым. Всегда первым должен был поздороваться представитель старшего поколения или старший по возрасту человек. И поэтому только после того, как он задаст вопрос в здравии или находится гость, гость имел право ответить на этот вопрос. Тем более, если этот гость был младше по возрасту. Сегодня мы живем в совершенно других условиях, в другой реальности, и поэтому поприветствовать людей старшего поколения считается правилом хорошего тона, а потому, если это ровесники, то мы будем говорить им менде и в ответ получать такое же самое менде. Если же это люди старшего поколения, то они могут ответить нам вот такими выражениями. Гем-уга. В то время, когда мы жили на нашей исторической родине, слово «гем» имело значение изъян, недостаток, то есть что-то, чего недостает. Позже, когда мы пришли сюда и подверглись европейским болезням, калмыки очень боялись различных хворей и недугов, и поэтому слово «өвчин» как болезнь было заменено на слово «гем», то есть недостаток. Когда вам старики отвечают «гем-уга», они имеют в виду, что недостатков, изъянов, болезней, всего плохого у них нет, все нормально. Поэтому один из ответов на приветствие мендут может звучать как «гем-уга». Еще один вариант ответа, который вы можете услышать от носителей калмыцкого языка, звучит как «эн-тер-уга» или в потоке речи часто эти слова соединяются и получается «энтерго». «Эн» имеет значение «этот» или «это», «тер» — «тот» или «то», «уга» или «го» — это сокращение от слова «уга», имеет значение «отсутствует», «нету», то есть нету ни того, ни другого, что значит ни плохо, ни хорошо, ровно и спокойно. Так старики говорят, чтобы не раздражать злых духов, которые могут отнять счастье или наслать какое-то несчастье на семью, в которую кто-то приехал и спрашивает о здравии. Еще один ответ, который может прозвучать от носителя языка, это «му-бише». «Му» — это значит «плохой», «биши» — это значит «не». Неплохо. Вот так можно перевести это выражение. Поэтому му-бише это значит неплохо, но и нехорошо, наверное. Поэтому калмыки-старики вообще и всегда боялись похвастаться тем, что они живут хорошо, или пожаловаться на то, что они живут плохо. И поэтому возникали вот такие вот выражения. Еще одно выражение, которое, наверное, тоже следовало бы упомянуть, еще один ответ на наше приветствие может звучать немного странно для современного носителя русского языка, для современного калмыка, это ответ «бәне». «Бәне» полностью соотносится или соответствует вот этому выражению «менде буйта» или «менде бәнета». Ведь это вопрос, в здравии находитесь ли вы? И поэтому «бәне» значит в здравии все нормально, все у нас с собой, все свое у нас присутствует. Поэтому есть и такой вариант ответа. В разных диалектах, в разных местах, в разных районах у нас есть еще большое количество различных выражений, связанных с приветствиями и ответами на них. Ну, основные из них мы с вами разобрали. Все остальное вы можете уже позже, когда наши занятия будут подходить к концу, разбирать и на собственном опыте принимать от тех стариков, от тех носителей калмыцкого языка, которые будут говорить с вами. Когда мы на письме спрашиваем в социальных сетях или еще где-то о здравии нашего собеседника, то мы можем поставить сюда вопросительный знак. «Мендывт» тогда будет значить «в здравии ли находитесь вы?». То есть мы задаем вопрос. Ведь в старину, когда еще мы пользовались ясным письмом, у нас «менде буй та» имело значение «в здравии ли вы» именно с оттенком вопроса. Потому что глагол «буй» использовался для составления вопроса в основном. Поэтому
вполне возможно, если вы будете спрашивать конкретно о здравии человека, тем более в такое опасное время, как пандемия, которая с 2019 года треплет всем нервы, то вот этот вопрос можно будет задать, используя вопросительный знак. А если вы просто приветствуете своего собеседника, то вы можете поставить и восклицательный знак, ничего страшного в этом не будет. Теперь, после того, как мы знаем, как поприветствовать друг друга на калмыцком языке, нужно перейти к алфавиту, калмыцкому алфавиту, который, собственно, и будет нашей основой для изучения родного языка. В калмыцком алфавите 39 букв. Я запишу это сюда. 39 букв. Это очень легко запомнить, так как в русском алфавите у нас, в том алфавите, который мы все изучаем в школе, 33 буквы, которым добавлены еще 6, собственно, калмыцких букв, которых нет в русском языке и в русском алфавите. Это буквы Вы можете повторять за мною, сидя у экранов своих компьютеров или ноутбуков. Ü, Г, Дж, Н. Еще раз. Ü, Г, Дж, Н. И еще раз. Ü, Г, Дж, Н. Большие сложности обычно у людей бывают именно с этой буквой, буквой Н. Почему? Потому что она произносится в нос, и примерно, если сравнивать, то она будет похожа на английское окончание going или, там, например, reading. Поэтому Н, она носовая у нас, и что-то среднее между буквой М и Н, только через нос. Н. Ü, Г, Дж, Н. Это 6 букв, которые добавлены к русскому алфавиту. Это те буквы и те звуки, которых в русском алфавите нет, но есть у нас в алфавите калмыцком. Сейчас очень важно понять будет некоторые правила из грамматики. Их будет не так много, потому что я не люблю использовать грамматические правила для того, чтобы объяснять какие-то темы. Однако, если мы поймем это сейчас, то в будущем нам будет гораздо легче. Итак, вспомним курс школьной программы, который мы все с вами проходили, и вспомним о том, каким же образом отличаются гласные звуки от согласных звуков. Гласные звуки — это те звуки, при произнесении которых у нас не имеется никаких препятствий в полости рта, в горле или с зубами, малым язычком и так далее. Это такие звуки, как А, О, У, И, Ю, Я. Вы видите, что нет никаких препятствий в горле для того, чтобы произнести эти звуки. И калмыцкие звуки. Ü, Ü, еще иногда ее записывают как Е, и И. Ü, И. Еще раз. Давайте еще раз повторим это. Ü, И. Эти звуки произнести сложнее, но те, кто изучал английский язык, наверняка знают, как они произносятся, потому что многие из этих гласных звуков есть в английском языке. Что касается согласных, это те звуки, при произнесении которых у нас имеются какие-то препятствия в горле, в полости рта или с зубами, или малый язычок еще используется. Это такие звуки, как Д, Т, Б, П, Г, Дж, Н и так далее. Итак, мы запомнили с вами, что к русскому алфавиту, состоящему из 33 букв, мы добавляем еще 6, собственно, калмыцких букв Ü, Г, Дж и Н. И таким образом получается 39 букв калмыцкого алфавита. Я специально выписал их сюда для того, чтобы объяснить вам,
еще одно очень важное правило, которое в алтайских языках алтайской языковой макросемьи, куда относятся тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские языки, существует такое правило, которое называется правилом сингармонизма. Это понятие запоминать не надо, нужно просто запомнить, как оно работает. Все гласные языка разделены на две категории, которые по-калмыцки называются эры-экшик или эмы-экшик, или твердые гласные и мягкие гласные. Никогда в составе одного слова эти буквы не встречаются вместе, и поэтому я разделил их сейчас для вас вот такой вот красной линией. То есть если слово начинается с буквы А, то все последующие гласные не могут быть мягкорядными или вот этими и. Если же слово начинается с какой-то из любой мягкорядной гласной, то никогда не будет в нем А, О, У и так далее. Это нужно запомнить. Вот между этими гласными р, экшик — это мужские гласные. Давайте запишем это слово сейчас здесь. Р, экшик — это мужские гласные по нашей традиционной древней грамматике, которая была связана с письменностью тудубичик. А эти мягкие гласные будут называться эмы-экшик. Р здесь имеет значение самец, мужчина или вот что-то мужского пола. Эмы-экшик — это то, что переводится как самка, женщина или что-то, нечто женского пола. Поэтому эти гласные никогда в одном слове не встречаются ни в калмыцком языке, ни в тюркских языках, ни в тунгусо-маньчжурских языках. Кроме того, существует в калмыцком языке вообще гласных звуков 18. И они подразделяются еще на две больших категории. Это краткие гласные и долгие гласные. Давайте сейчас проверим свое произношение на вот таких примерах. Слово «авык» — высокомерие. «Авык». Еще раз повторим их все, сидя перед своими экранами. «Авык». Не «авг», а именно «авык». Вот здесь есть такое понятие, которое у нас называется неясный гласный. Это те гласные, которые обозначаются на письме тудобичик, но в современной калмыцкой письменности они не обозначаются, их нужно, к сожалению, запоминать. Но как правильно произносить те или иные слова, мы будем с вами отрабатывать на наших уроках. И поэтому авык, авык, авык — это высокомерие. И теперь это же слово, подчеркивающее то, что звук или гласная «а» может быть долгой, «ав», «ав», «ав» — это отец или дедушка. Здесь тоже есть один неясный звук, который мы произносим вот здесь фоновым таким вот звуком между и «ав». Здесь «авык», здесь «ав». «Ав» — это отец или дедушка. Следующее слово, пример с буквой «э». Эмн. 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 Вот этими красными кружочками я обозначаю те неясные гласные, которые при произнесении произносятся, но на письме не отражаются. Эмн — это жизнь. И уже известное нам из первой части нашего занятия слово «бене». Бене. Бене. Есть, имеется, существует. Следующий пример будет у нас с буквой О. Оден. 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 Не Оден, а Оден. Это звезда. И оср. 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 Это шнурок на ботинке, на туфлях или шнурок на куртке, который вот мы можем стянуть, например, свой капюшон. Итак, оден и оср. Здесь мы видим, что этот звук короткий, а здесь мы видим, что он долгий уже. Следующее слово — это р.
Р — это утро или рассвет. Р. Р. И любимое нам всем то слово, которое практически не используется в правильном его произношении, «ырет». «Ырет». Не «ырд», а «ырет» правильно. «Ырет» — это айрат. «Ыр» — утро, рассвет. «Ырет» — айрат. Следующий пример с буквой «У». Усын. Усын. Вот после буквы «С» есть неясный звук один, который я произношу «усын», как будто бы буква «э». Усын — это вода. Ул. Ул. Ул — это гора. Ул — гора. Пытайтесь повторять, не стесняйтесь, пытайтесь произносить эти звуки так, как произношу их я в потоке речи. Потом позже они уже обретут те свои звучания, которые нам будут необходимы для того, чтобы беспрепятственно говорить. Следующий пример — это слово «üd». 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 Буква «ü» в этом слове короткая. «Üd» — это обед. «Üd» — обед. И слово пример на долгую букву «ü» — это «üden». «Üden». «Üden» — дверь. «Üd» — это обед, «üden» — это дверь. Следующее слово с примером на букву «и». «Ичир». «Ичир». Мы здесь после буквы «ч» слышим небольшой такой вот фоновый неясный звук. Поэтому я отмечаю его кружочком. «Ичир» — это стыд. «Ичир» — стыд. «Китен». «Китен». «Китен» — это холод, холодно, зябко. «Китен». И последнее слово, которое следует привести в пример, это слово «лекарство». «М». Мы помним, что при изучении двух вот этих вот категорий гласных звуков, двух видов гласных звуков, А, О, У, И, Ю и Я, называются р-экшик или мужские гласные. А Ü, И это м-экшик. Когда я произношу слово мы слышим здесь очень такой вот четкий, неясный звук. И как и слово мы тоже слышим этот неясный звук. Тогда как здесь, произнося слово неясных звуков вообще в нем нет. Оно состоит из двух букв, как в русском письме, так и в нашем традиционном письме тудубичик. Поэтому не эме. Эме — это женщина или самка. Это лекарство. Лекарство. И следующий пример — это эх. Греть, разогреваться, согреваться, подогревать. Но подогревать имеется в виду здесь подогревать себя, а не кого-то. Гаран эхо — это греть руки над костром, над печкой, над батареей, в общем, над чем угодно. Биян эхо — это греться на солнышке, сидеть, как вот старики у нас бывает в селах или даже в городе иногда сидят под весенним солнышком и греются. Это называется эх. Здесь нужно сказать, что вот этот вот звук, который мы иногда отмечаем как а иногда отмечаем как он произносится в калмыцком языке одним звуком но его нет в русском языке, нет в русском алфавите, а потому мы его отмечаем по-разному, как в начале слова, и во всех остальных позициях мы его отмечаем как Но фактически он произносится как очень мягкое эх,
эх. Вот такой вот особенность имеют калмыцкие гласные звуки. Я думаю, что мы запомним их. Если кому-то было непонятно, вы можете написать в комментариях. Если всем все понятно и вы хотите какие-то особенные объяснения каждого из этих звуков, вы можете тоже написать это в комментариях. Что касается неясных звуков, то это очень большая проблема. В ясном письме в Тудо-Бичик, который Зая-Пандита создал в 1648 году, во время празднования Цагансара в кочевьях хана Аблая на реке Чуй, все неясные звуки, так как эта письменность была специально разработана для нашего языка, все они отражаются. Когда в 1924 году мы перешли на кириллицу, неясные звуки перестали отражаться, а потому многие слова у нас произносятся очень неправильно. Все зависит от того, как учитель или как дома говорят родители, но тем не менее очень важно правильно произносить все наши слова. И именно поэтому неясные гласные я вот так вот выделял. Обычно люди, которые стремятся изучить калмыцкий язык, сталкиваются с одной очень большой неприятной проблемой. Проблемой того, что калмыцкие многие слова имеют большое количество согласных, и их очень сложно прочесть. Давайте разберем один из таких примеров. Например, слово «көгілжіргін». Давайте посчитаем. Көгілжіргін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 согласных стоят подряд. Көгілжіргін — это голубь. Еще раз произнесем это слово. Давайте вместе с вами. Көгілжіргін. 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 Если мы прислушаемся к этому слову көгілжіргін, то мы услышим, что между каждой из этих согласных есть неясный звук. Көгілжіргін. Көгілжіргін. Это голубь. Так вот, между каждой из этих 6, казалось бы, нагроможденных друг на друга согласных, есть гласные звуки, которые в старину были полноценными звуками и так далее. Но в последующем они редуцировались или исчезли, но в их местах остались вот такие вот неясные звуки, которые четко на письме выразить невозможно, так как они не имеют никакого обозначения, но должны произноситься, иначе мы просто не сможем произнести это слово. И таким образом слово «көгілжіргін», имеющее 6 согласных подряд, должны прочитываться с фоновыми звуками между каждым из этих звуков. Көгілжіргін, көгілжіргін, көгілжіргін. Это голубь. Вот что касается гласных, то в калмыцком языке их 18. Некоторые гласные, такие как гласные как и е, отражают один единственный калмыцкий звук им, эх. А также вот этот вот сложный набор всех согласных, которые у нас есть в письме, всегда разбавляется неясными звуками между ними. И поэтому, когда вы возьмете любую калмыцкую книгу или газету Хальмы-Гюнын и постараетесь ее прочесть, теперь вы будете знать, что между каждым из этих согласных всегда стоят какие-то неясные гласные. Единственное, что нужно запомнить, как они звучат. Либо выучить ясное письмо Тудо-Бичик, чтобы понимать, как правильно произносить то или иное слово. Итак, давайте подведем итоги. Прежде всего, все буквы калмыцкого алфавита насчитывают 39 букв или 39 графем, из которых 33 буквы — это буквы русского алфавита, к которым добавлены 6 букв калмыцкого алфавита. Ü, Г, Дж, Н. Ü, Г, Дж, Н. Все остальные звуки похожи на те звуки, которые есть в русском языке. И поэтому, когда мы разделяем гласные, мы разделяем эти гласные следующим образом. Ир, экшик — это гласные А, О, У, И, Ю, Я. Ир имеет значение самец-мужчина, экшик — это гласная
или что-то очень такое протяжное, красивое. Иногда песней даже называют икшик-дун, то есть очень красивая, протяжная, такая вот великолепная песня. И экшик. Имеет значение самка или женщина, и экшик, как мы уже поняли, это гласная. И. Это будут у нас женские или мягкие гласные. Гласные бывают короткими, как, например, авк и ав, эмн и бене, оден и оср, или эрет. Вот здесь я забыл отметить, кстати, неясный звук, который стоит после буквы Р. Эрет между и Что-то такое. Эрет, усн, ул, үден, ичир, китен, эх. Вот что касается калмыцких гласных. Теперь перейдем к обсуждению согласных. Сейчас на доске я написал согласные звуки калмыцкого языка. Это звук г, дж и н. Г, дж, н. Произнесите их следом за мной еще раз. Г, дж, н. Кроме того, что у нас существует большое количество согласных, сходных с теми согласными, которые есть в русском языке, 3 согласных — это, собственно, наши калмыцкие согласные. Итак, давайте рассмотрим их в примерах. Первый пример. Угах. Угах. Вот этот звук мы должны немного протянуть, а здесь поставить неясный звук. Когда мы будем произносить это слово, то будет оно звучать как угах. Вот здесь есть прям явный неясный звук, а вот этот звук А, он протягивается немножко дольше, чем обычно. Не так, как в слове авык, а в слове угах. Это мыть, стирать, отмывать кого-то или что-то. И вот еще один пример. Там, где буква Г, которую мы сейчас рассматриваем, она в конце слова записывается. Солонг. Солонг. Вот здесь есть целых 2 неясных звука. Солонг, солонг, солонг. Это радуга. В традиции, которая заложилась у нас с советского времени, мы обычно записываем это слово в виде солонг, солонг. Но это неправильная запись этого слова, так как в тудобичик оно записывается именно как солонг. Так как любые слова, которые заканчиваются на букву Г, имеют в конце неясную гласную, мы будем все эти слова читать как в конце ставя неясную гласную. Например, слово медлг. Это познаваемые объекты. Здесь мы тоже ставим неясную гласную. Медлг. Вот так вот оно будет звучать. Солонг — это радуга. Угах — это мыть, стирать, отмывать. Солонг — это радуга. Второй пример с буквой Дж. Джиргл. Джиргл. Джиргл — это счастье. Вот здесь есть тоже неясный звук. Мы же не можем произнести это как джиргле. Это все равно, что мы будем на русском говорить столе, стуле. То есть это будет очень неправильно и некрасиво. Джиргл. Джиргл. Джиргл — это счастье. И уже известное нам слово көгөлджиргын. Көгөлджиргын. Здесь очень много неясных звуков. Көгөлджиргын. Көгөлджиргын — это уже известный нам голубь. Пример с буквой Н. С этой буквы в калмыцком языке слова не начинаются, но она есть в середине и конце слова. И вот примеры этого слова. Сонгсх. 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 Это слышать или слушать. Вы заметьте, как произносится это слово, и повторите его еще раз. Сонгсх.
Это слушать, слышать, внимать. И савунг. 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 Савунг — это мыло. Еще раз повторим его. Савунг. Здесь между буквой В и Н есть неясный звук. Сонгсх. Савунг. Сонгсх — это слушать, слышать, внимать. Савунг — это мыло. Кстати, слово это происходит из арабского языка, и минуя массу других языков, оно пришло и к нам в язык. И последний пример, который бы хотелось очень четко объяснить сегодня всем нашим слушателям и зрителям, это использование буквы «г» в начале слова. Фактически оно записывается как «га-ха», «га-лун» и «госн». Но когда буква «г» стоит в начале слова, все эти слова будут произноситься как буква «г». Вот эта буква «г». То есть «га-ха» — это свинья, «га-ха», «га-ха» — свинья, «галун», «галун», «галун». Вот здесь вот чуть-чуть дольше, чем нужно произносить эту букву. Не так, как в слове «усн». «Галун», она имеет какое-то небольшое интонационное ударение вот на букве «у». «Галун» — это гусь. И «госн», «госн», «госн». Между буквой «с» и «н» есть небольшой неясный звук. «Госн» — это сапог. Итак, мы сейчас рассмотрели 3 согласных калмыцкого языка и их использование. 3 согласных калмыцкого языка — это г, дж и н. Г, дж, н. Г, дж, н. В примерах они звучат так. Угах — мыть, стирать, отмывать. Солунг — радуга. Джиргл — счастье. Көгілі джиргын — голубь. Идж в конце слова оно будет иметь такой неясный звук, похожий на букву И. Идж — это бабушка или мама. Сонсх — это слушать. Савунг — это мыло. В начале слова, если пишется буква Г, то она читается как буква Г. Поэтому гаха, галун, госн. Гаха, галун, госн. Вот это был первый урок. Дорогие друзья, мы заканчиваем его. И хочется пожелать, чтобы, зная, как произносятся и пишутся наши калмыцкие звуки, зная то, что мы имеем в своем алфавите 39 букв, очень прошу вас всех подойти к этому серьезно, взять газету «Хальмык Юнен», взять какие-то книги, журналы или детские какие-то издания, читать их вслух для того, чтобы ваш язык привыкал произносить калмыцкие звуки. И тогда прогресс, который будет у нас на занятиях, можно будет отсчитывать по количеству наших уроков. Если вы сегодня сумеете прочесть какие-то тексты на калмыцком языке, то в будущем нам будет гораздо легче его изучать. Спасибо за внимание. Сегодня, если подытожить, мы прошли все гласные и согласные калмыцкие звуки. Мы выяснили, что их существует, всех букв калмыцкого алфавита существует 39, однако звуков гораздо больше. Гласные звуки подразделяются на звуки краткие и долгие, ав и авк, например. И согласные звуки — это г, дж и н. Их всего 3, и в принципе эта тема достаточно легкая. Кроме того, очень важно понимать, что в калмыцком языке существуют неясные звуки, которые на письме не отражаются. И поэтому я отмечаю их в наших занятиях вот посредством вот таких вот кружочков, пометок, которые будут помогать вам правильно прочитывать наши слова. Нужно сказать, что гласные бывают у нас мужские и женские, твердые или мягкие, и рекшик, и эмы-экшик. И в одном слове они не встречаются. Давайте рассмотрим это. Гаха, галун, госн и все остальное. Вы видите, что здесь а, у, а, о и так далее. То есть нет никаких гласных, которые бы
были мягкорядными, то есть ü и так далее. Вот это правило не нужно путать, потому что при последующем, когда мы будем склонять слова, оно очень и очень будет нужно. Всего хорошего, дорогие друзья. До встречи на следующем уроке. Не забывайте читать книги или газеты, какие-то любые издания на родном языке.